О самых заметных событиях понедельника, 10 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии и Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Какие возможности даст такое решение? От малой авиации к компактной беспилотники БАС начали работу на территории республики. Для чего необходима такая техника и как прошли первые полеты? Жители Нерюнгринского района проявляют интерес к военной службе по контракту. Наша съемочная группа пообщалась с желающими родине служить. Гарант сохранности денежных средств, механизм эскроу-счетов хотят распространить на строительство частных жилых домов. И в московском парке Коломенское отметили якутский национальный праздник Сэх. Он собрал рекордное число гостей, более 26 тысяч. Поделимся самыми яркими моментами. Порядка 240 человек находятся в пунктах временного размещения из-за непогоды в Сочи. Мониторинговые группы приступили к обходу подтопленных территорий. Для фиксации ущерба в пострадавших от непогоды районах локально вводится режим чрезвычайной ситуации. По причине залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений. В центре «Сириус» развернут оперативный штаб. По данным пресс-службы мэрии Сочи, режим ЧС муниципального характера вводится на территории Хостинского, Адлеровского районов, а также на федеральной территории «Сириус». В Якутии и Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Айсан Николаев выступил с докладом на правительственной комиссии. Напомним, согласно указа главы, в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального уровня. Также особый противопожарный режим. Введение режима ЧС межрегионального уровня будет способствовать тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств. На еженедельном совещании с федеральными органами исполнительной власти МЧС России в Республике Саха-Якутия принял участие глава региона. Подвели итоги деятельности за прошедшую неделю. Также звучала постановка задач на текущую неделю. Обстановка с природными пожарами на территории региона сохраняется сложная. Задействованы все лесопожарные формирования на территории региона. Также в Усть-Майском районе и в Сунтарском районе задействованы группировки МЧС России. Также первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел КЧС по лесным пожарам в республике. По его словам, основное количество пожаров за последние дни возникло из-за жары и сухих гроз. В тушении заняты более 1000 человек. Также работают порядка 30 единиц техники. Из Бурятии и Читинской области прибыли 65 парашютистов-десантников. Из Магаданской области прилетели 50 сотрудников Читинского авиаотделения. Сегодня действует 164 пожара. То есть 204 пожара, часть была ликвидирована нашими лесопожарными силами, если поточнее, это 134 пожара. Остальные пожары самоликвидировались. Считаю, что силы здесь по максимуму были использованы. Мы ожидаем дополнительные силы. И сегодня мы с Рослесхозом вплотную работаем, держим связь и работаем в составе федерального штаба. И надеемся, что скоро мы ситуацию должны улучшить. Но исследования атмосферного воздуха провели в Усть-Майском и Алданском районах. По итогам анализов не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. Пробы взяли днем в поселке Усть-Мая, Тамоте и Алдане. Сообщается, что исследования воздуха проводят с момента объявления режима чрезвычайной ситуации в Якутии. Так, с 3 июля в 8 районах отобрали 30 проб воздуха. Превышений концентрации вредных веществ не зафиксировали. Идем далее. Глава Якутии проверил ход ремонта дороги по улице Бабушкина в Якутске, который ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкция улицы началась в прошлом году по обращениям жителей города. По плану ремонт завершится уже к началу сентября. Протяженность обновленного участка составит более 2 километров от улицы 50 лет Советской армии до улицы Чеченко. Самая трудоемкая работа позади. Сейчас идут работы по асфальтированию. Поручил не снижать темпы, отметил Айсан Николаев. Объект идет без отставаний. До конца августа, все слои асфальта будут уложены. Далее хотел бы сказать, что проезд
а также имеется сегодня и финансирование, и подрядная организация, все своевременно. Проезд с полностью уложенным асфальтом будет открыт к началу сентября. Ямочный ремонт дорог также продолжается в столице. Работы начали 6 мая и завершат в конце августа. По информации службы эксплуатации городского хозяйства, дефекты устранили на 35 улицах на общей площади порядка 12 тысяч квадратных метров. Сегодня ямочный ремонт дорог провели по улице Красильникова и на Покровском тракте. Сумма муниципального контракта на проведение текущего ямочного ремонта дорог почти 37 миллионов рублей. От малой авиации компактные беспилотники БАС начали работу на территории Якутии. Для чего необходима такая техника и как прошли первые полеты, знает моя коллега Надежда Саханская. Дроны, коптеры, как только не называют беспилотные летательные аппараты. Учитывая большую территорию и резко континентальный климат нашей республики, регион то и дело летом одолевают либо лесные пожары, либо паводки. Тем эффективнее становится мера использования беспилотных летательных аппаратов в качестве мониторинга территории нашего региона. Благодаря включению Якутии в программу испытания беспилотников, теперь у региона есть возможность проверить их работу в экстремальных климатических условиях. Сейчас беспилотники заняты своевременным обнаружением потенциальных очагов лесных пожаров, из-за которых 3 июля в республике ввели режим ЧС. В первую очередь нас интересуют те, которые снабжены термодатчиками, то есть тепловизионными камерами, для отслеживания именно лесопожарной обстановки непосредственно на пожаре. Успешные испытания уже состоялись в Тампонском районе, куда по рекомендации Министерства экологии региона было направлено 5 беспилотников с различными характеристиками. Такая мера была необходима для определения оптимального варианта использования передовой техники. Планируется мониторить не только лесные пожары, но эти системы будут использоваться и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Следует отметить, что экспериментальные полеты такого масштаба проводятся в России впервые. Более того, хорошие результаты тестовой работы беспилотников было решено закрепить в использовании на постоянной основе. Алексей Сергеевич дал поручение правительству, чтобы мы уже использовали их, не отпуская их уже с региона, именно на пожарах, которые у нас сегодня сезон складывается в напряженном режиме. И сегодня мы уже начнем прорабатывать с партнерами и, скорее всего, уже будем пользоваться. Впрочем, на этом сфера использования беспилотников не ограничивается. По словам операторов, в дальнейшем летательные аппараты смогут мониторить в регионе северного лесного оленя, овцебыка и загрязнения воды. Также беспилотники способны отслеживать состояние трубопроводов, обрывы линий электропередач, перевозить грузы и заниматься геодезийными и геолого-исследовательскими работами. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Также по поручению главы Якутии продолжается предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. На сегодня 59 родителей военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. 113 членов семей получили материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. Одной из самых востребованных мер поддержки является газификация жилого дома. Указанной мерой воспользовались 37 семей. Проявляют интерес к военной службе по контракту жители Нерюнгринского района и не только. В республике работают 2 пункта отбора на контрактную военную службу. Один из них в столице Южной Якутии. Наша съемочная группа в Нерюнгри пообщалась с желающими родине служить. Дополнительный пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу в Нерюнгринском районе. И если раньше отправка к месту несения службы проходила через Якутск, то теперь у контрактников появилась возможность убытия в воинские части напрямую с Нерюнгри. Приглашаем граждан, пребывающих в запасе, поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации с сроком от одного года. В качестве кандидатов рассматриваем граждан, пребывающих в запасе в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже основного полного, имеющие категорию годности к военной службе А, В или Б.
Большой интерес к заключению контракта именно в Якутии проявляют жители и других регионов страны. Ведь в случае отправки на службу из нашей республики бойцы, кроме федеральных, получают и региональные единовременные выплаты. Для контрактников в пункте отбора оборудованы комнаты с бесплатным 4-разовым питанием. Кроме того, они смогут проходить медосмотр и сдавать необходимые анализы в режиме единого окна. Почему выбрал именно через Саха-Якутию? Ну, очень хорошие условия, и слышал только много хорошего, что республика прямо помогает людям, которые заключили контракт. Ребята все отличные, у них как бы у многих есть уже боевой опыт. Вот. И условия прям, ну, неплохие. Душ, все, что надо, солдату, кровать, подушка, все есть. По всем вопросам службы по контракту можно обратиться в дополнительный пункт отбора в городе Нерюнгри по телефону или оставить заявку на сайте службы по контракту 14.рф. Информация на ваших экранах. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое. Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое, говорится в материале «Известий». В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,5 триллионов рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны. Центробанк тем временем фиксирует рост доступности жилья в России. Этому способствует стабилизация цен и рост доходов граждан в реальном выражении. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности и регулятора Елизавета Данилова. Доступность жилья определяется ценами на недвижимость и доходами граждан. По данным за первый квартал, цены стабилизировались. На первичном рынке несколько скорректировались вниз, что делает жилье доступнее. Рост доходов граждан с января по апрель этого года составил 4,2% в реальном выражении относительно прошлого года, отметила Данилова. Гарант сохранности денежных средств, механизм эскроу-счетов касательно многоквартирных домов введен с 2019 года и хорошо себя показал. В этом году разрабатывают законопроект введения эскроу-счетов на строительство уже частных жилых домов. Подробнее в материале Марины Захаровой. Инвалидам, ну и другим категориям граждан не могли дождаться завершения строительства своих индивидуальных домов, так как подрядчики их не достраивали. Чтобы таких ситуаций не было, Министерство строительства разработало проект об использовании счетов эскроу при строительстве индивидуальных домов. То есть строить такие дома теперь будут с финансовыми гарантиями. Эскроу-счета предполагают использование денежных средств дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию. В случае, если застройщик не завершит строительство или обанкротится, все гарантированно в полном размере будет возвращено заказчику. У этого законопроекта цель как раз обезопасить людей в этом плане, в плане того, чтобы деньги сохранились. Механизм счетов эскроу при строительстве многоквартирных домов был введен в 2019 году. Количество проблемных объектов на территории республики сократилось. В настоящий момент в реестре проблемных объектов числится только 2 объекта, которые с помощью механизма Фонда развития территории введут в этом году. Переход на счета эскроу благоприятно завершается. Спорные моменты присутствуют, но в небольшом количестве. Не все застройщики обеспечены проектным финансированием. Таким образом, что банки имеют право отказывать по своим собственным основаниям застройщикам в выдаче проектного финансирования, целевые кредиты, и вынуждены застройщики самостоятельно за счет собственный счет финансировать строительство объектов. Но таких у нас застройщиков не так уж и много. По данным ВЦИОМ, 68% российских семей и 59% горожан стремятся жить за городом. Тем более новый законопроект предполагает строительство домокомплектов или типовую проектную документацию. Он обязан подключить построенный дом к сетям инженерно-технического обеспечения. Но по мнению экспертов, есть и ряд нерешенных вопросов. Это в частности проблема поэтапного раскрытия эскроу-счетов, когда доступ к деньгам дольщиков предоставляют в зависимости от степени готовности объекта. Главное условие успешного развития сегмента ИЖС – это появление полноценной ипотеки без дополнительных залогов и поручителей, процентов на уровне квартирной ипотеки и с проектным финансированием через эскроу-счета.
Представители банковской сферы должны получить понятные для оценки проекты, а застройщики – доступ к выгодным кредитам. Только в этом случае план по увеличению объема строительства индивидуальных домов до 200 миллионов квадратных метров к 2024 году может быть выполнен. Уже в этом году нас ожидают пилотные проекты по кредитованию частных домов с использованием данной механики. Еще одним положительным моментом при такой системе станет еще более строгий отбор компаниям, что приведет к уходу с рынка всех недобросовестных застройщиков. Марина Захарова, Артем Алексеев, Якутск. До 14 июля жители и гости столицы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатит С, сифилис и гепатит Б. Анализы берут из пальца руки с помощью экспресс-теста 4-го поколения с точностью 96%. А результаты сообщают устно и строго конфиденциально. Подобная акция проводится ежегодно. В этом году мобильный пункт будет расположен на пляже 202-го микрорайона с 10 до 15 часов. Направлена акция на повышение уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекций. У нас есть оборудованный мобильный пункт для экспресс-тестирования, где мы проводим на открытых площадках города, значит, на площадях, парке культуры и отдыха. И вот уже второй год мы практикуем такое проведение экспресс-тестирования на городском пляже, когда позволяет погода в летний период. И, в принципе, конечно же, спросом пользуются, люди подходят, хотят узнать свой ВИЧ-статус. Помимо ВИЧ-инфекции мы также берем анализ на гепатит, сифилис, на социально значимые заболевания. Первая в России электроколяска повышенной проходимости для людей с ограниченными возможностями здоровья создана в Якутии. Она идеально подойдет, чтобы упростить жизнь людям с особенностями развития для реабилитации переживших инсульт и ветеранам СВО. Коляска может ездить как по снегу, так и по песку. В процессе сборки электроколяски использованы передовые технологии. Коляска управляется интуитивно и просто. При полной зарядке она преодолевает 30-40 километров пути при максимальной скорости 10-15 километров в час. Разработку начали год назад, и уже в ближайший месяц электроколяска выйдет в серийное производство. Рама полностью проектируется, изготавливается у нас на заводе, на Якутском котловом заводе, а комплектующие у нас поставляются с Китая. У нас будут использованы высококачественные электромоторы, электромотор-колесо повышенной проходимости, и получается у нас основное преимущество – это литий-фосфат железные батареи, которые беспрепятственно работают до минус 20 градусов, и они полностью взрывобезопасны и экологичны. Идем далее. Разработать единый для всех педагогических вузов страны стандарт воспитания предложено на первом совете проректоров образовательных организаций высшего образования и подведомственных Минпросвещения. Сегодня педвузы сосредоточены преимущественно на преподавании дисциплин, хотя федеральный закон об образовании предполагает, что этот процесс неотделим от воспитания. Именно поэтому у педвузов есть особая задача – готовить будущих учителей к воспитательной деятельности в школе. Единый стандарт станет большим подспорьем, считают специалисты. Компания МТС тем временем выяснила, студенты каких вузов в России активнее всего пользуются мобильным интернетом. По данным аналитики, в тройке самых активных пользователей интернета оказались якутские студенты Северо-Восточного федерального университета. Как выяснил оператор, больше всего 60 гигабайтов в месяц качают студенты Мордовского госуниверситета в Саранске. На втором месте студенты Северного Арктического федерального университета в Архангельске. А студенты СВФУ в Якутске заняли третье место с объемом 53 гигабайта. Золотые медалисты Ленска получили по 50 тысяч рублей от районной администрации и районного совета депутатов. В этом году Ленск может похвастаться 5 медалистами. Это 2 учеников первой школы, 2 из поселка Витим и 1 из школы номер 2. Есть среди отличников те, кто не набрал необходимых 70 баллов при сдаче ЕГЭ. Они останутся без заветной золотой медали, но их аттестат украшают одни пятерки. На торжественной церемонии «Ученик года» им также от районной администрации вручены денежные премии по 25 тысяч рублей. Стабальников по ЕГЭ в этом году в Ленске нет. 97 баллов у нас набрали Гагенфельд Анастасия по русскому языку, 97, уже сказала, да, и еще одна девочка, Устюжанина Анна из 4-й школы. 9 детей набрали больше 90 баллов.
Из них 7 результатов – это по русскому языку и 2 результата по истории. Очень хочется отметить в данном случае вторую школу, потому что вот из 9 5 выпускников, которые дали большие результаты, это их выпускники. А вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о популярности комплекса «Готов к труду и обороне» среди молодежи. Он также отметил, что абитуриенты, сдавшие нормативы и получившие знаки отличия, имеют дополнительные баллы при поступлении. Впечатляющие результаты достигнуты в период приемной кампании вуза этого года, когда 73 тысячи абитуриентов обратились за подтверждением знака отличия ГТО через суперсервис поступления в вуз онлайн на портале госуслуг, сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что за знак отличия высшие образовательные учреждения могут начислять не менее 2 баллов. А на первенстве Европы до 15 лет в Венгрии завершились соревнования по вольной борьбе. Российские спортсмены выиграли 11 медалей, 9 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Как отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, задача перед тренерским штабом только одна – создать условия для того, чтобы результаты у ребят шли по вертикали и во всех последующих возрастах. Важно сохранить ребят, сохранить у них интерес, и чтобы юные борцы своим примером вовлекали еще больше талантливых ребят. Тем временем уже завершили всероссийские соревнования по боксу памяти президента Федерации бокса Якутии Александра Федотова. Победители в 12 весовых категориях получили путевки на чемпионат страны. 5 спортсменов выполнили нормативы на звание мастера спорта России по боксу. Участие в соревнованиях приняли 63 боксера из 23 регионов. 12 из них получили путевки на чемпионат России по боксу, который пройдет в Хабаровске в августе. 5 спортсменов благодаря победе на турнире стали мастерами спорта страны. Другим темам предприниматель Алексей Максимов своими силами начал строительство базы на берегу реки Амги. На оформление участка и строительство объекта ушло около месяца. На территории базы находятся 3 гостевых домика, беседки и мангальная зона. Турбаза одновременно может принимать более 20 человек. Есть дополнительные услуги моторной лодки, водных лыж и тюбинга. В дальнейшем предприниматель планирует построить детскую игровую площадку, баню и другие объекты для активного отдыха. Все построил своими силами и, надеюсь, будет участвовать в предстоящих субсидиях по туризму. В Амгинском улусе, как я и раньше говорил, более 42 тысяч неорганизованных туристов в прошлом году отдыхали. И в этом году тоже будет, ожидаем рост количества наших туристов. И последнее. В московском парке Коломенское провели якутский национальный праздник Эсэх. Его главной темой стало единение народов России и поддержка участников специальной военной операции. Эсэх собрал рекордное число гостей – более 26 тысяч. Самыми яркими моментами праздника делится наш корреспондент Исана Бурнашова. Эсэх в Коломенском прошел в русле якутских традиций. Алгасчет просит у высших божеств не спаслать людям милости и благости. Священному обряду и дождь не помеха. Гости то и дело начали зонты раскрывать, но вышло солнце. Тучи буквально развели руками. Вы заметили, солнце вышло. Погода улучшилась, так что всех с праздником. 26 тысяч гостей. Рекордная за всю историю праздника. В Коломенском Эсэх проходит уже в 16-й раз, но многие пришли впервые. Например, Айталына и ее подруги. В руках у меня кумыс, наш национальный напиток. На столе у нас березки, оладьи, кумыс, соленая якутская рыба, омуль. Это единение нашего края, нашего народа. Это праздник всех нас. Насыщенная культурная программа. Гостей ждали концерты, конкурсы, мастер-классы. Свое творчество представили и мастера народных промыслов из Верхневилюйского улуса. Лейтмотив праздника – единение народов многонациональной страны. Главные гости нашего праздника – это наши воины, которые защищают нашу страну, всех нас там на фронте. Эсэх называют Якутским Новым годом. Очень хочу, чтобы этот рубеж стал действительно тем рубежом, после которого у нас все будет лучше.
Ну какой же эсэх без Асоха? Все гости праздника стали в единый хоровод. Гуляния продолжались до самого вечера. Гости не спешили расходиться. Многие пообещали, что обязательно вернутся в Коломенское через год, чтобы вновь закружить в танце Асохой и почувствовать тепло родной Якутии. Атмосфера единения всех якутян в Москве. Мы рады, что эсэх с каждым годом, несмотря на трудные времена, проходит. Столько людей пришло, радостная атмосфера, и мы очень этому рады. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.